Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о главных событиях. Итоги реализации крупномасштабных федеральных программ на территории Якутска подвели региональные власти. Президент Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с низким доходом на детей от 8 до 16 лет. Проверку начали по факту гибели 2 человек при пожаре в Чурмане Нерюнгринского района. Команда косплееров из Якутска создают очередной шедевр, чем на этот раз они удивят якутян. Танцоры республики завоевали серебро и золото московских соревнований по танцевальному спорту. Региональные власти отчитались о проделанной работе по итогам прошлого года по развитию территории города Якутска. Так, в столице региона были реализованы крупномасштабные федеральные программы. Можно отметить реализацию программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которой в нормативное состояние было приведено более 48 километров автомобильных дорог. Также в Якутске продолжается реализация нацпроектов «Демография», «Образование», благодаря которым решается вопрос нехватки школ и детских садов. Строятся и другие социальные объекты. В целом на реализацию нацпроектов было выделено более 6 миллиардов рублей. Помимо этого, в столице региона идет большая работа по газификации частных домов, так и по расширению сети интернет и системы связи. Благодаря упорной работе регионального министерства инноваций на территории Новопротовского района были обновлены существующие базовые станции сотовых вышек. Если говорить про прошлый год, в прошлом году основным событием, конечно, состоялись выборы главы города Якутска в марте прошлого года, как вы помните, на которых уверенная победа лежала Евгений Ильич Егоров. Основным стратегическим документом, определяющим десятилетний план развития столицы, стал указ главы, подписанный 8 сентября 2021 года о развитии города Якутска на период до 1932 года. Там определена миссия Якутска стать в 2023 году лучшим местом для жизни в мире на личной международной. Следует отметить, что исполнение предыдущего указа главы о социально-экономическом развитии города 2017-2022 года составляет 90%. Из 25 мероприятий 23 мероприятия исполнено или завершаются в 2022 году, и 3 мероприятия требуют дополнительных источников финансирования для последующей реализации. Владимир Путин объявил о новой выплате для семей с невысокими доходами на детей от 8 до 16 лет включительно. Президент уточнил, что мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае. Президент напомнил, что в России уже предусмотрены ежемесячные выплаты для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети до 7 лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет. На эти выплаты из бюджета будет дополнительно выделено 455 миллиардов рублей. Владимир Путин также подписал закон об антикризисных мерах. Согласно нему, правительство получает возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение этого года. Также прописываются особенности установления в России величины прожиточного минимума и исчисления минимального размера оплаты труда. Отмечается, что правительство сможет скорректировать правила приема в вузы страны для россиян, вынужденных прервать обучение за рубежом из-за действий иностранных государств. Ряд положений в законе касается поддержки бизнеса. Среди них отмена до конца этого года проверки в отношении малого и среднего бизнеса и IT-компаний, а также ввод упрощенных условий и порядок государственных закупок. Рост закупочной стоимости, увеличение ставок по кредитам, повышение курсов валют, закрытие авиасообщения. С такими последствиями экономической нестабильности на фоне новых санкций со стороны США и Евросоюза уже столкнулись представители малого и среднего бизнеса в Нерюнгринском районе. Планируется ли рост цен на товары и услуги? Какие последствия санкций, отметили предприниматели? Как приспособиться к новой реальности, выясняла Ирина Жданова.
Формирование необходимых запасов промышленных и продовольственных товаров поставлено на особый контроль. Сейчас в магазинах Нерюнгри дефицита продуктов нет. Так, в одной из крупнейших сетей супермаркетов компании «Айгуль» склады обеспечены товарами на целый месяц для 3 районов – Нерюнгринский, Алданский и город Якутск. Сегодня надо говорить правду. Это цены поднимаются частично. А в основном цены поднимаются на товар, где импорт и где есть часть импорта. В первую очередь поднялись цены на алкогольную продукцию, особенно все импортного производства. У нас товар был на консигнации, сразу поставщики подняли до 30%, и мы тоже по инерции подняли цены. На повышение цен повлияют завышенные тарифы на транспортные услуги и банковские проценты. Но многие предприниматели занимают выжидательную позицию и сдерживают цены на свои товары и услуги. У нас, например, в наших магазинах большой товарный запас. Мы можем еще цены держать до прихода нового товара. Лето у нас проплачено под 100%, поэтому летний товар у нас почти останется в диапазоне доллара 78 рублей. Вот. А по приходу нового товара зимнего, естественно, будет подъем цен. Большая часть товаров в магазины поступает с оптовых баз. И первыми экономические потрясения ощутили именно оптовики. Розничная сеть и конечные потребители сегодня продают и покупают ту продукцию, которая была завезена на склады ранее по старым ценам. Россия по-прежнему ввозит алкоголь, рыбу и другие продовольственные товары из стран Европы. Также в Нерюнгринский район регулярно поступает и мясная продукция. Риск того, что нерюнгринцы останутся без кофе или мандарин, минимален, так как страны, которые импортируют эту продукцию, России никаких санкций не объявляли. Ирина Жданова, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. План завоза грузов по зимникам в Якутии выполнили на 62,5%. Это свыше 506 тысяч тонн. Об этом на совещании у первого вице-премьера Дмитрия Садовникова сообщил руководитель Госкомобеспечения Дмитрий Лепчиков. Так, в зимний период в труднодоступные населенные пункты Якутии завозят продукты питания, уголь, нефтепродукты и другие жизнеобеспечивающие грузы. Всего запланировали транспортировку 812 тысяч тонн грузов. В перевозке задействовали около 800 единиц техники. Отмечается, что в навигацию этого года прогнозируется мелководье на реке Вилюй и отсутствие пропусков с Вилюйской ГЭС. В связи с этим правительство республики рассматривает альтернативный вариант завоза топливно-энергетических ресурсов в Вилюйскую группу районов. 2 человека погибло в результате пожара в частном доме в поселке Чульман Нерюнгринского района. Огнем поврежден дом по всей площади, это 40 квадратных метров. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. На тушение привлекались 10 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники. Следственный отдел по Нерюнгри начал проверку по факту гибели женщины и мужчины. Якутянка оформила кредит и перевела мошенникам 785 тысяч рублей. Потерпевшие позвонили неизвестные с московского номера и представились сотрудниками банка. Они сообщили, что мошенники пытаются взять на ее имя автокредит и надо срочно отменить заявку. По информации аферистов, нужно было оформить автокредит на ту же сумму, что и мошенники, а после перевести денежные средства на якобы страховой счет. Девушка оформила кредит в мобильном приложении и перевела деньги. Только спустя несколько часов, оказавшись дома, она поняла, что ее обманули аферисты. В республике за минувшие сутки госпитализировали 16 пациентов с коронавирусом. Выявили 425 случаев заболевания. Из них 22% в Якутске, в районах 78%. Лечение в стационарах получают 10% больных, в амбулаторных условиях 89%. За сутки от коронавируса выздоровели 533 человека. До 20% случаев COVID-19 связаны со штаммом Дельта, который вызывает тяжелые формы заболевания. Все они зарегистрированы у невакцинированных больных. В целом по республике для сохранения коллективного иммунитета и для сохранения здоровья граждан необходимо не забывать про вакцинацию. Мы сегодня достигли цифры 600 человек по республике, 600 тысяч человек по республике получили первую вакцину. Ревакцинацию сегодня 61,3% прошло от количества людей, у которых наступил срок ревакцинации. У нас остаются низкие темпы вакцинации в рядных районах, но необходимо обратить внимание, что это те районы, в которых достаточно большое количество было заболевших.
В Якутске разрешено максимальное количество зрителей на официальных соревнованиях до 75% от общей вместимости спортивного объекта. Соответствующий приказ подписал заместитель министра по физической культуре и спорту республики Александр Бугаев. Данное ограничение не действует на спортивные мероприятия, которые проходят на открытых сооружениях. Напомним, ранее все соревнования на территории Якутии проводились без зрителей. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции мы все равно продолжаем проверять при входе у всех участников и зрителей QR-коды о том, что человек получил вакцину, либо переболел, да, ну и либо отрицательные результаты анализов методом ПЦР, либо ИХА. Новое здание больницы будет построено в селе Нюя Ленского района. Вот только площадь, где планируется возводить медучреждение, намного меньше прежнего. В проблеме разбиралась Анна Кожевникова. Строительство новой больницы для нюйцев – событие века. Старое здание, возведенное в середине прошлого столетия, давно стало ветхим и непригодным для нужд медицинского учреждения. Не раз его осматривали правительственные комиссии, депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Нуждаемся также в санитарной машине. У нас скорой помощи нет. Наше население не подлежит, наше количество населения не подлежит, чтобы у нас была скорая помощь. То есть у нас есть только санитарная машина. И вот, наконец-то, свершилось. Строить будут. Да только вместо больницы модульную амбулаторию с отделением стационара. Взамен 306 квадратных метров, это без отдельной амбулатории, которая есть на данный момент, всего 196, где едва ли разместят койки для больных. Их предполагается 8. Это 6 суточных и 2 дневных. Из них 2 паллиативные социальные. Кабинет один всего врача общей практики, где будут приниматься и взрослые, и дети. То есть, допустим, для малышей он должен быть как-то специально оборудованный. Вот. Почему-то в плане стоит кабинет приезжего стоматолога, хотя у нас есть свой врач-стоматолог, где должна быть специально отведенное место для обработки медицинского инструментария. Также у нас работает медицинский статистик, для него вообще никакое помещение не предусмотрено. Нету кабинета старшей медицинской сестры, нету кабинета для хранения медицинских препаратов. Также не предусмотрен кабинет для хранения картотеки. Предполагается наличие столовой, но нет помещения для кухни. А в Нюе отсутствуют предприятия общепита, которые могли бы обеспечивать питание стационарных больных. Нюйская больница обслуживает 3 населенных пункта Нюю, Турухту и Натору. Нюйский врач бьет тревогу и обращается во все инстанции. Мы написали служебную записку все-таки Баковой. Мы поставили известность, конечно, с нашего главу поселения Молоткову. Этот вопрос нюйцы озвучили и на отчете правительства республики, который прошел в феврале. И надо отметить, что проблем в здравоохранении в Ленском районе с каждым годом все больше и больше. Они озвучиваются из года в год. Было обещано, что ситуация коренным образом исправится. Но вот на сегодня мы можем констатировать, что, в общем-то, она не исправилась. И сегодня мы сами видим, что у нас и врачей основных не хватает в Ленском районе. У нас нет лора, нет эндокринолога. У нас сейчас во время такого пика заболевания 2 терапевта работали. И сегодня практически от всех глав наших муниципалитетов поступили вопросы о медицинском обслуживании. Я надеюсь, что Ольга Валерьевна выполнит то обещание, которое было дано, это провести очередное совещание со всеми главами наших муниципалитетов как раз по вопросам ФАПов. Остается только ждать, что хотя бы уже по принятым решениям, таким как строительство больницы в Нюе, будут внесены положительные корректировки. И в Нюе появится новое здание медучреждения, отвечающее потребностям селян. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Капитальный ремонт Национальной библиотеки республики проведут в этом году в рамках мероприятий к столетию ЯССР. На это предусмотрено 30 миллионов рублей. Будут отремонтированы 1-й и 2-й этажи здания, а в следующем году 3-й и 4-й. Отмечается, что в ходе работ заменят систему отопления библиотеки, окна, двери, электропроводку, проведут внутреннюю отделку. Кроме этого, отдельно для ремонта вентиляции выделены 10 миллионов рублей. В Якутии завершились отборочные туры Дельфийских игр. Они прошли на 12 площадках профессиональных образовательных организаций. По итогам отборочных этапов определена команда – это 70 творческих и креативных ребят, которые представят регион уже во всероссийском этапе. Дельфийские игры в этом году пройдут уже в 21 раз. Столицей главного тура, который пройдет с 22 по 27 апреля, выбран город Красноярск.
Дельфийские игры – это комплексные соревнования молодых деятелей искусств высокого уровня мастерства. Они проходят по 50 различным номинациям, среди которых тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское мастерство, а также культура. Наша команда будет состоять из более 70 человек. А именно отрасль культуры и искусства будет представлять 20 молодых и талантливых наших ребят, студентов. Они будут представлять наши, учебные заведения. Это Высшая школа музыки, колледж культуры и искусства, музыкальный колледж и художественный колледж. Дельфийские игры состоят из 34 номинаций, и из них в 22 будут представлены наши студенты. Это очень, конечно, почетно. Безусловно, отбор на эти игры проходит долго довольно-таки, да. Они прошли все региональный отбор, а входят в число участников это, конечно же, лауреаты российских, международных конкурсов, региональных, наших республиканских конкурсов, ну и талантливые ребята, которые, возможно, еще не стали лауреатами конкурсов, но у них есть на это все данные. Команда якутских косплееров создают очередной шедевр. Это кукла из знаменитого корейского сериала «Игра в кальмара». Более подробно, когда будет готов очередной косплей от Аяла Федорова, в материале нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Команда якутских косплееров завершает основную часть работы по изготовлению куклы из нашумевшего корейского сериала «Игры в кальмара». Мы, полностью сделали тут, на первом этаже. Потом отвезли в Москву, и там мы полиэфирной смолы, шпатлевки, все это грунтуем, чтобы она стала тверже. И у нас, получается, на первом этаже нету большой покрасочной, поэтому отвезли в Москву. Вместе с тем команда Аяла работает над созданием микросхем, чтобы кукла могла говорить и двигаться как в фильме. Все это создается здесь, в мастерской. Тут идет пайка всяких плат для костюмов и создание для куклы. Мы тут делаем, чтобы голова поворачивалась, нужно чип, который функция делает поворот головы плюс звук, и чтобы светились глаза, как в этом сериале. Как отмечает Аял, в последние годы они часто в своей работе используют мехатронику. И эта система также будет использована здесь. Между тем, Аял сообщает, что скоро они запустят специальный канал на Ютубе, где будут показывать, как создаются эти косплеи. Туда войдут и предыдущие работы этих мастеров. Готовим YouTube-канал на будущее. То есть, получается, у вас YouTube-канала пока еще нету? Ага. Ну, он есть. Там есть маленькие видосики, которые мы заливали. Ну, просто так. И сейчас готовим основное видео наше. В этом канале у нас будет процесс создания 2 кораблей. Это первый Райзер Крест, корабль Мандалорец. И второй это Крестокрыл, которые, 2 корабля наши, которые были. Там вы все увидите полную историю создания наших кораблей. Так что в скором времени фанаты работ якутских косплееров смогут увидеть их работы не только вживую, но и на их YouTube-канале уже более подробно. А вот новый арт-объект косплей-куклы из сериала «Игры в кальмары» будет расположен в торговом центре «Урасан Молл». И по плану он будет развлекать посетителей не только своим видом, но и своей функциональностью. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Спортсмены танцевально-спортивного клуба «Реверанс» города Якутска завоевали серебро и золото московских соревнований «Москап-2022». Танцевальная пара Арылхан Данилов и Милослава Мазанова, выступающие в категории юниоры 1С-класс, стали финалистами в латиноамериканской программе соревнований, заняв 6-е место. А в европейской программе юные спортсмены выиграли серебро. Пара Александр Осипов и Сандара Данилова выступала в открытом классе категории «Взрослые» и завоевала золото. Сейчас пары готовятся к первенству и чемпионату России по танцевальному спорту, которые пройдут с 24 марта по 4 апреля в Москве.
Определились кандидаты в сборную Якутии по боксу на 7-е игры «Дети Азии». В минувшие выходные в зале бокса Центра спортивной подготовки «Триумф» состоялось первенство республики. Юные боксеры 2006-2007 годов рождения оспаривали медали в 15 весовых категориях. Победители первенства поедут на дальневосточное первенство, а призеры вошли в расширенный состав сборной команды Якутии для участия в международных спортивных играх «Дети Азии» во Владивостоке. А в Ленске проходит чемпионат республики по мини-футболу. Это первое крупное спортивное мероприятие со времен пандемии. Более 120 участников, 9 команд и толпы болельщиков. Как прошел первый день чемпионата, расскажет Анна Кожевникова. В Ленске стартовал чемпионат республики по мини-футболу. В нем принимают участие 9 команд из 5 районов Якутии и 2 столичные. Это свыше 120 участников. Сегодня состоялось торжественное открытие в спортзале «Карат», где и пройдут соревнования. После открытия в зал вышли команды Устьялданского улуса и хозяева сборной Ленского района. Земляки показали себя на высоком уровне в прошлые годы на спортивных играх народов Республики Саха-Якутия, завоевав золото и серебро. От команды ждем только первого места. Да, результата. Эти соревнования еще уровень придают этим соревнованиям, что данные шестерка сильнейших команд данного чемпионата, они получат путевку на 8-е спортивные игры народов Якутии, которые летом пройдут в Барагонцах. Сборная Ленского района начала матч с жесткого плотного прессинга и уже в первом тайме забили 2 гола. Игра явно складывалась по сценарию хозяев поля. Сейчас во втором тайме команда соперника, конечно, проигрывает. Они сейчас немного взвинтят темп, попытаются поймать на ошибках. Соответственно, у нас команда тоже более опытная. Будем пытаться их ловить на контратаках сейчас. Немного будем мячом побольше двигаться, чтобы соперник немного уставал побыстрее. Ну и забивать, побеждать будет. Но, несмотря на цепкую хватку противников, соперники команды Устьялданского улуса рассчитывали взять реванш во втором тайме. Счет пока такой скользкий, пока еще не известно ничего. Но ленчане не уступали мяч, и третий победный гол в ворота устьялданской команды тоже забили хозяева поля. Трибуны, на которых преобладали ленские болельщики, ликовали. Впереди более 10 игр. Настрой у всех команд только на победу, а побороться есть за что. Помимо участия в спортивных играх народов Республики Саха-Якутия, победителей ждут призы, подарочные сертификаты по 5 номинациям от спорткомитета Ленского района и сертификаты на 300 тысяч рублей за первое, 200 за второе и 100 за третье место от администрации Ленского района. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь в нашем телеканале, не переключайтесь.